Я являюсь педагогом-психологом Республиканского психологического центра Иванова Татьяна Ивановна. Данная ситуация для нас, для всех является непривычной. Она вызывает чувство страха, тревоги, и человек в этот период может впадать в кризис. Человек испытывает кризисное состояние, то есть когда привычная жизнь изменяется. Во время этих изменений у человека могут происходить нарушения в мыслях, в эмоциях, в ценностях, в мотивациях, в поведениях и даже в соматике. Это главные компоненты, которые могут изменяться. Да? Вначале человек может испытывать негативные эмоции. Они могут быть неадекватными, негативными, непривычными для самого человека. И это нормальная реакция. В это время у человека меняются ценности. Может полностью пересматриваться ценности. Какие-то на тот момент, если были планы, они могли бы сейчас уже разрушиться. Да? И поэтому важно здесь пересматривать свои ценности. После как меняются ценности человека, это влияет на его мотивацию и поведение. Поведение человека может снизиться продуктивность. Человек может быстро утомляться, переутомляться от этих негативных мыслей. Соответственно, все вот это напряжение может влиять на нашу соматику. То есть портится аппетит, может появиться бессонница. Поэтому важно здесь проговаривать о своих чувствах и поддерживать друг друга в данный период. Есть несколько стадий. Первая стадия – это шок. Да, когда человек не принимает данную ситуацию, да, он испытывает шок, и это нормальная реакция. После происходит отрицание ситуации. Во время отрицания ситуации человек не верит в происходящую реальность. И опять-таки во время отрицания он может негативно реагировать на всю происходящую ситуацию. После отрицания происходит торг. Во время торга человек ищет опору, да, и поэтому он начинает торговаться ситуацией для опоры. И вот эти все стадии, они могут перепрыгивать друг друга, да, то есть они могут не обязательно идти в данной последовательности. После торга происходит гнев, агрессия у человека происходит. Да? После агрессии происходит стадия депрессии, где человек может впадать в астеническое состояние. Да? То есть это упадок сил, это плаксивость, снижение аппетита, может появиться бессонница. Человек элементарно даже не может заниматься обыденными делами, помыть посуду, убраться дома. Вот, ему важно в этот период закрыться. И здесь важно поддерживать человека. Даже в таких элементарных вещах, там, помочь помыть посуду, прибраться дома, приготовить еду. После всех этих стадий и происходит принятие ситуации. Данные стадии могут длиться от 2 до 3 недель, и это нормально. Постараться заниматься обыденными делами, вещами. Также ходить на работу, готовить, убираться, выгуливать собаку, общаться со своей семьей. Главное здесь понимать, что эта тревога – это нормальное состояние человека, нормальная реакция на вот эту неопределенную ситуацию. И здесь важно не впадать, могут впадать, и при этой тревоге, как говорилось, искажаются мысли. Когда искажаются мысли, у человека образуется такое туннельное сознание, искажение восприятия. И могут возникать такие, скажем, магическое мышление, да, где
человек пытается предвидеть ситуацию. На самом деле ситуации мы не можем ее предвидеть. На самом деле, да, и исходя от того, что человек пытается включить это искажение, да, и, естественно, повышается тревога. Здесь главное понять человеку, что предвидеть ситуацию мы не можем. Важно здесь оставить какие-то информационные каналы, которые как-то близки с вашим выбором, с вашим мнением. Выбор может отличаться, точка зрения может отличаться от точки зрения другого человека, от тех же новостных пабликов. Да? И когда у вас есть своя конкретная точка зрения, этот вопрос даже может и не вставать. А если человек уже работает в этой сфере, где непосредственно нужно работать с новостями, да, здесь то же самое. Научиться отождествлять свое личное от работы. Каждый человек на эту ситуацию реагирует по-разному. Кто-то будет негативно реагировать, и это его нормальная реакция. Кто-то будет как-то абстрагироваться от этой ситуации, и это его реакция, это его выбор. Здесь главное с достоинством и с уважением относиться к выбору других людей. Да, это намного сложнее, потому что находишься под одной крышей. Здесь важно понимать, да, вы родные, близкие, братья, сестры, родители, дети, но это не означает, что ваши мнения могут быть одинаковыми. Здесь нужно дать понять, что нужно понимать, что есть право, есть выбор, и надо к нему относиться с уважением. Это очень хорошо, когда есть уже новые знания, новые нейронные связи уже сформировались на уровне мышления. Да? Важно здесь за собой наблюдать и анализировать. Если вы идете уже по старому сценарию, но происходит какая-то ситуация, возможно, происходит конфликтная, и вы чувствуете, что сейчас я пойду по старому сценарию. Здесь важно наблюдать за собой, да, и идти в преодоление. Преодоление, то есть поступать по новым своим знаниям, то есть формировать свои новые поведенческие модели. Идти в преодоление, а не в страх, что ты сможешь. На самом деле человек, все это прежнее по старому сценарию формировалось несколько лет. Да, и это даже как установка, это как привычка становится. И порой, конечно, бывает непросто как-то взять и применить это в поведении, в новых действиях, да? Потому что мозг наш на самом деле нас опережает, и здесь главное человеку этот момент ухватить, остановить свой мозг, да, и сформировать новое поведение, где ты уже это знаешь. То есть новые знания, они формируют, естественно, новое мышление. Так? Новое мышление формирует наше поведение. Поведение формирует наш характер, соответственно, меняется жизнь. И здесь главное человеку этот момент перехватить, да, для того, чтобы начать по-новому действовать. Здесь и супруги, и супругу обеим тяжело. Они испытывают разные эмоции с точки зрения своего восприятия, да? Так как мужская и женская психология и даже с физиологической точки зрения, они по-разному реагируют на данные ситуации. Да? У женщины, допустим, здесь в состоянии стресса больше выходят материнские реакции, и они естественные, да? Уберечь, защитить, да? Они больше на таком физиологическом уровне происходят. А у мужчины психика устроена по-другому. Да? Для него, например,
пойти к друзьям, для него это будет нормальная реакция, да, по-своему. И ему важно, например, чтобы жена была спокойна, для того, чтобы ее защитить свою семью. И важно здесь в такой ситуации сохранить то тепло, которое было, чтобы мужчина чувствовал, что дома его ждут, что дома его любят и верят. Здесь главное дать друг другу время, да, друг другу время, что понять, что данная реакция, данный выбор мужчины – это нормально, и данная реакция женщин, допустим, истерика, да, естественно, она вначале будет испытывать шок, она не будет этого ожидать, она будет испытывать отрицание, и это нормальная будет ее реакция. Здесь главное не вступать в конфликт, говорить о чувствах, поддерживать друг друга и дать время для принятия ситуации.